Сбыт поддельных денежных купюр происходит на рынках, предприятиях розничной торговли, крупных торговых точках, непосредственно при совершении сделок с населением. Многие фальшивые купюры отличаются от подлинных даже невооруженным глазом. Мягкая или слишком глянцевая бумага, расплывающийся рисунок, отсутствие водяного знака, рельефного изображения, осыпающаяся голограмма. Эти признаки указывают на то, что перед вами не деньги, а фантики. Чтобы не допустить реализацию фальшивых денег, индивидуальные предприниматели стали использовать в своих торговых точках специальное оборудование для проверки банкнот на подлинность. За 3 года нашей работы в магазине у нас товарооборот очень хороший, мы не жалуемся. Не было ни одного случая того, чтобы попались фальшивые деньги. У нас есть аппарат для проверки фальшивых денег. Кассирша при получении денег постоянно, когда идут особенно крупные денежные купюры, она проверяет. Но никогда не было такого, чтобы у нас попалось. И претензий, в принципе, от покупателей тоже никогда не было, что мы им какую-то дали фальшивую какую-то купюру или что-то. В этом отношении у нас все налажено, и, думаю, дальше мы будем также работать. При получении бумажных денег в торговых точках необходимо обратить внимание на некоторые признаки, по которым можно определить, является ли купюра подлинной. Потертость и рыхлость бумаги, отсутствие водяных знаков, нечеткость нанесенного на купюру рисунка – все это признаки подделки. Кроме того, при смачивании, трении фальшивой купюры в области герба и серийного номера краситель рассыпается. Раньше нам лет 5 назад попадались постоянно такие вот тысячные в основном шли. 5000-е тоже случались, но конфликта у нас не было с теми, кто их приносил, не было такого, что... Это было давно, последний год мы не сталкивались вообще с этим. И нам не приносили, и у нас, когда мы где-то оплачиваем что-то, тоже никто не отказывал. И даже если через банк отдаем деньги, тоже нам ни разу этого не вернули. А вот что касается городских аптек, то по свидетельству фармацевтов фальшивые деньги здесь не редкость. Чем крупнее купюра, тем сложнее ее распознать. Но после того, как руководство аптеки приобрело специальную аппаратуру, проблема была исчерпана. К любому из нас могут попасть фальшивые деньги. Чтобы не пустить подделку в кошелек, нужно проверять каждую полученную купюру. Настоящие билеты Банка России имеют целый ряд защитных признаков. Вот на сегодняшний день вот на таких машинках в Национальном банке мы пересчитываем деньги. Вот посмотрите, пожалуйста, как они выглядят. Сейчас я вам продемонстрирую, как они считают денежки. Он двухкарманник, вот какие-то сомнительные купюры, если попадаются, он откладывает в верхний карман, затем кассир уже вот эти купюры тщательно исследует. У нас есть вот еще детекторы, и на ощупь, на просвет, через детекторы все это проверяется. Вот, смотрите. Потоньше. О чем сейчас говорит аппарат? Насколько... Этот аппарат проверяет, значит, ультрафиолет, инфракрасные точки, магнитные свойства банкноты. И вот здесь, вот видите, вот сейчас вот это то, что вот на 500 рублевых купюрах при ультрафиолете именно вот эти метки должны быть видны. Вот специальная комната для клиентов. Здесь у нас клиенты получают деньги в расходной кассе, затем они пересчитывают. Здесь у нас стоят счетные машинки, на которых они пересчитывают, сверяют сумму свою с чеком и уже отсюда выносят свои деньги. Те деньги, которые поступают как в Национальный банк, так и в коммерческие банки, они проходят, естественно, проверку. У нас на сегодняшний день есть необходимая техника для того, чтобы проверить подлинность банкноты. И затем формируются эти купюры, как нужно, в пачки, и выдаются потом уже нашим клиентам. Ну, техника уже последние 6-7 лет у нас хорошая техника, которая несколько видов проверяет подлинности. И, естественно, кассиры сами тоже обучены, они не могут принять в кассу.
Представители силовых структур говорят, что фальшивый рубль на территорию Абхазии попадает из России, а вот фальшивая американская и европейская валюта с восточной границы. Между тем, как говорят специалисты, непосредственно на границе очень сложно обнаружить и изъять фальшивые купюры. При обнаружении у себя поддельных денег ни в коем случае не пытайтесь передать ее другому человеку, говорят правоохранители. Необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение милиции. Возможно, благодаря вашей помощи будет раскрыто такое тяжкое преступление, как фальшивомонетчество. На территории Республики Абхазия обращение граждан в силовые структуры, в частности в подразделения Министерства внутренних дел, по фактам распространения фальшивых денег обращений не было. Были единичные случаи, когда сотрудниками оперативных подразделений устанавливались факты, где обнаруживались данные фальшивые купюры, однако такого массового распространения по территории Республики Абхазия не было. И в случае установления распространителя данных фальшивых купюр это лицо задерживается, составляется соответствующий материал, который в последующем направляется в следственные подразделения для принятия решения по возбуждению уголовного дела. Самое главное, не надо забывать, что преступления, которые связаны с производством и распространением фальшивых денежных купюр, относятся к категории тяжких преступлений и караются лишением свободы на длительные сроки. Рената Шакая, Саида Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.